часа утра вышли уже. Так в режиме нон-стоп коммунальщики и дорожники расчищают тротуары и городские остановки. Последние дни, несмотря на минусовую температуру, выдались жаркими, говорят они. Только в Кировском и Московском районах на уборку вышло больше 40 единиц дорожной техники и 250 дворников. С работой пока справляются. Довольны, конечно, более-менее, ничего. Жалобы нету, не падаем, это, как говорится, травмы не получаем. И их тоже можно понять. На наших дворах, на тротуарах тоже все хорошо чистят. Прям с утра, с 5 часов. О скором наступлении календарной зимы погода напомнила на прошлой неделе. Сильный снегопад накрыл всю республику. По данным Гидромедцентра, с 11 по 15 ноября выпала четверть месячной нормы осадков. Как отметили в Казанской мэрии, на борьбу с последствиями снегопада были брошены 245 единиц техники и 400 рабочих. С целью предотвращения образования гололеда дорожными службами перед началом интенсивного снегопада 11 ноября была выполнена оперативная противогололедная обработка опасных участков дорог. С начала зимнего периода израсходовано 2500 тонн противогололедных материалов. Коммунальные службы города по-прежнему испытывают недостаток дворников и водителей спецтехники. Тем не менее, мэр отметил хорошую работу казанских дорожников в условиях старта зимнего сезона. Репетиция начала достаточно успешно прошла. Первый снегопад был, несмотря на то, что это 25% месячная норма, все-таки в таком лайтовом режиме. Настоящие снежные битвы еще впереди, поэтому хозяйство мы подготовили. В ближайшие дни природа даст возможность отдышаться. Во вторник и среду осадков не ожидается. Рамиль Галиуллин, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.